Приветствую подписчиков и гостей моего канала. Сегодня у нас на повестке дня две интересные и взаимосвязанные темы. А касаются они плана Кремля по аннексии новых территорий соседних государств. Итак, давайте начнем. Всем известно, на чем строит свою внешнюю политику господин Путин. Это псевдопатриотизм и победобесие. Два инструмента, которыми он пользуется на ура. И сейчас, когда рейтинг Путина ничтожно упал, и российский народ, уставший от нищеты и беззакония, все более открыто выражает свое негативное отношение к его режиму, Путину снова нужно заработать баллы перед народом, чтобы сохранить и упрочить свою власть. Война против Украины оказалась затяжной и затратной, а сирийская кампания должного эффекта не произвела. И теперь, чтобы остудить пыл своих озлобленных граждан и отвлечь их внимание, Путину нужен новый аншлюз территорий соседних государств. И у него на этот счет есть два варианта. Маленькая, но гордая республика Беларусь, в экономическом плане практически полностью зависимая от Российской Федерации, полным ходом идет на сближение и интеграцию в союзное государство с Россией. Как сообщает издательство «Коммерсант», к 2021 году планируется частичное объединение экономических систем двух государств, в основе которого лежит введение единого налогового кодекса, отмена взаимного роуминга, единая таможенная политика, вплоть до общей таможенной службы, единый регулятор рынков нефти, газа, электроэнергии, а также общий доступ к госзакупкам, единая система учета собственности, общее хозяйственное законодательство и дальнейшее введение единой валюты. В этой связи граждане Беларуси и активисты движения «Вперед, Беларусь» на портале Change.org создали петицию о денонсировании данного проекта, к слову, которую уже подписали 12,5 тысяч человек. Однако, как принято на постсоветском пространстве, руководители стран редко интересуются мнением своих граждан, и если данная интеграция осуществится, то на карте мира независимую республику Беларусь мы больше не увидим. Вот сегодня пошли новости снова о том, что Россия и Беларусь будут интегрироваться, экономически интегрироваться. Это еще не совсем объединяться, видимо, но вот сообщается, что уже с января 2021 года могут быть создан единый налоговый кодекс и гражданский кодекс обоих государств, а также сходные соцгарантии, объединенный банковский надзор и так далее. Хочу сразу сказать, я за интеграцию, но я за интеграцию вот такую совсем полную интеграцию. Я считаю, что у нас должно быть не только союзное государство, у нас должен быть один президент, один парламент, одна денежная единица. Интеграция. Ну а в чем проблема? Как федерация. Мы жили в этой стране, и я думаю, что большинство радиослушателей скажут, что от того, что страна была единая, нам было только хорошо. Моя точка зрения такая, что нет предела нашей интеграции. Надо интегрироваться так, чтобы мы... разинтегрировать потом. Чтобы потом было не разинтегрировать. И еще, туда же в эту интеграцию нужно обязательно включить не только Беларусь, но и Украину. Потому что у одного народа три государства, это называется феодальная раздробленность. Это не называется независимость, это феодальная раздробленность. Вот сейчас вас там надо ее скажут, преодолевать. Что вы имперский шовинист. Я русский патриот. Можно это ведь тот же самый смысл сказать другими словами. Теперь давайте рассмотрим второй возможный сценарий аннексии территории Россией, но уже в среднеазиатском регионе. Недавно закончились международные военные учения «Центр» в Оренбургской области. В них приняли участие представители 8 государств, Казахстан в том числе. Казалось бы, учения, проводимые совместными действиями в борьбе против терроризма, пойдут только на пользу всем. Но давайте разберемся по порядку. Итак, основные действия проходили на полигоне Донгуз в Оренбургской области, прямо на границе с Казахстаном. И здесь я прошу вас обратить внимание на этот момент. И началось. С юга вторжение террористов. Армии противника остановлены на подходе к Оренбургу. Итак, как сказано в данном отрезке видео, предполагаемая группа террористов начинает вторжение с юга, то есть с территории Казахстана, и двигается в сторону Оренбурга. Однако группы союзников проводят учения больше наступательного характера, нежели оборонительного. И условный противник этих учений обозначен как Южный.
Весьма интересная легенда. Здесь сразу же возникает закономерный вопрос. А где войска коалиции были раньше? Ведь террористы уже вошли вглубь территории Казахстана и ведут наступление дальше. Получается, союзные войска готовятся защищать только те территории, которые находятся на границе с Россией. Простые обыватели и сторонники Кремля скажут, что это просто совместные учения и не более. У нас же есть на этот счет своя версия. Масштабные, а особенно международные военные учения всегда имеют установку по созданию условий, максимально приближенных к реальности. Их цель выявить, каким образом проводить те или иные операции в определенной конкретной ситуации. Вероятный противник, как и место действий, выбираются не случайно, а их обозначение как условный всего лишь формальный отвод глаз и страховка, дабы не допустить международный скандал. Свойства и навыки войск противника прорабатываются с учетом конкретной армии в тех или иных условиях. Зона боевых действий максимально должна походить на будущий театр военных действий. Изучаются местность, особенности ландшафта и многое другое. Кроме того, сценарий учений может предполагать как основную задачу ведения как наступательного, так и оборонительного характера. Если планируется вторжение, то учение проводится в том месте, где предполагается наступление в будущем. А с оборонительной операцией все еще проще, поскольку тогда все проигрывается на самых настоящих рубежах обороны. Стоит отметить, что учения проводились не только на полигоне Донгус, что в непосредственной близости от границ Казахстана, но и на территории самой республики, а именно на полигоне Сары-Шаган, расположенного в Карагандинской области, кстати, арендованном Министерством обороны Российской Федерации, а также на полигоне Шыгыс в Восточно-Казахстанской области и на Каспийском море. Что интересно, все учения проходили в окружении западных, северных, восточных границ Казахстана. И несмотря на то, что они носят миролюбивое обозначение, защита среднеазиатского региона от возможной агрессии террористических групп, все мы прекрасно понимаем, что это всего лишь официоз, а основной замысел этих учений имеет скрытый подтекст. Ну а если учесть активное присутствие китайского контингента на этих учениях, создается такое ощущение, что территория Казахстана рассматривается как будущая площадка боевых действий при столкновении различных армий. Отсюда можно сделать вывод, что любые военные учения, проводимые Российской Федерацией у наших границ, не что иное, как отработка элементов боевых действий, проверка и обкатка техники, а также организация переброски войск для планируемого будущего вторжения. Николай Николаевич, вот вопрос интересный. Про династии. У наших соседей в Беларуси и Казахстане уже вовсю вырисовываются контуры династических государств. Ну, например, в Казахстане готовится законная передача власти дочери Назарбаева Дариги, а в Беларуси у Лукашенко растет его сын Коля, которому, я так понимаю, тоже будет в конце концов передана власть. А вот нам не грозит династическое будущее? За Казахстан, честно говоря, просто особенно обидно, потому что республика была создана в 30-е с нуля, понимаете, там все эти феодально-байские тупые традиции были ликвидированы, там возник лучший в мире комбинат редкоземельных материалов Усть-Каменогорский. Казахстанская целина, мы с нее до сих пор покупаем хлеб, потому что он твердых сортов, у нас даже недостаток в нем есть. Где возникла Академия наук, где жизнь стала другой, где люди почувствовали себя людьми. И сейчас возвращаются в феодально-байскую реакцию, понимаете, города переименуют, какие-то подобострастные все эти аплодисментики. И что самое главное для меня еще, власть наша это поддерживает, понимаете. И потом, когда в Казахстане все это полыхнет, а это как бы даже к бабке не ходи, все будет, получится ведь как на Украине.